Приглашаю Антона Анатольевича Коноплева. Он расскажет об инициативах Банка России по противодействию кибермошенникам. Сначала немного статистики. Банк России совместно с организациями финансового сектора проделал большую работу по борьбе с кибермошенничеством. И за первое полугодие этого года отразили 30,2 миллиона попыток злоумышленников похитить средства со счетов клиентов финансовых организаций. Это позволило сохранить сумму более чем 4,3 триллиона рублей. Но несмотря на такое весьма впечатляющие результаты, мошенникам все-таки удалось похитить у клиентов финансовых организаций 9 миллиардов рублей, что по сравнению с подобным периодом 2023 года больше на 10,6%. И чтобы защитить наших граждан, Банк России в рамках своей компетенции принимает самое деятельное участие в совершенствовании действующего законодательства. С октября 2023 года действует закон об автоматизированном информационном взаимодействии между Банком России и Министерством внутренних дел России. Теперь такой обмен, необходимый для расследования фактов мошенничества и уголовных дел, происходит гораздо быстрее. А 25 июля 2024 года вступил в силу разработанный при участии Банка России закон, который направлен на усиление защиты прав граждан от мошенников и повышение финансовой ответственности кредитных организаций. Много подробнее о втором законе. Новым законом введен двухдневный период охлаждения. В течение этого времени банк не будет переводить деньги на подозрительный счет, если он находится в базе данных Банка России. О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента — это полное название этой базы данных. Для краткости дальше буду просто ссылаться на базу данных Банка России. За эти 2 дня человек может понять, что имеет дело с мошенниками, и отказаться от этого перевода. Если банк все-таки совершит такой перевод раньше и не известит клиента о том, что его перевод может быть направлен на мошеннический счет, он будет обязан компенсировать клиенту его потери. Кроме того, закон обязывает банки отключать доступ к дистанционному обслуживанию лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денежных средств, если информация о совершенных ими противоправных действиях поступила от МВД России. Конечно, эффективность механизмов противодействия хищениям, а также информационного обмена напрямую зависит от качества, полноты сведений о подозрительных операциях, поступающих от банков, и скорости их направления в адрес регулятора. Поэтому Банком России проведена работа по совершенствованию действующих механизмов. Во-первых, вдвое расширен перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения переводов. Например, теперь кредитная организация обязана учитывать информацию, которую получает в рамках прямых договоров с операторами связи. У них характерны телефонные активности клиента перед переводом денег, о росте числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах. Другие новые критерии – это наличие информации о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств по фактам, связанным с совершением мошеннических операций, а также информации из внутренних перечней банков о совершении подозрительных операций. Во-вторых, Банк России соответствующим указаниям в начале октября этого года уточнил требования к порядку предоставления банками сведений о возможных мошеннических операциях, в том числе в рамках информационного обмена с Министерством внутренних дел России. В частности, когда в Банк России поступает информация от МВД России о совершенных противоправных действиях, связанных с операциями, которые отсутствуют в базе данных регулятора, он запрашивает уже сам у банков сведения о таких переводах. Теперь при запросе регулятора банк должен будет установить, совершалась операция без добровольного согласия клиента или нет, и в течение 1 рабочего дня дать ответ Банку России, признает ли он такой перевод мошенническим. То есть такая ответственность на кредитные организации возложена, и это обязывает их реагировать гораздо быстрее. Такой подход очень важен в случае, если пострадавший не обращался в кредитную организацию, хотя мы всегда рекомендуем это сделать, а сразу подал заявление в МВД России. И Банк России установил время, в течение которого кредитные организации будут вносить реквизиты злоумышленников, поступившие из базы данных регуляторов, в собственные системы противодействия подозрительным операциям. Эти временные интервалы вы можете видеть слева внизу. До конца этого года, это для крупных организаций, для крупных кредитных организаций это 2 часа, ну а со следующего года в течение 1 часа. В-третьих, утвержден порядок исключения сведений из базы данных
чтобы граждане и компании, чьи реквизиты были направлены банками в базу данных регулятора, могли оперативно это оспорить. Такие факты тоже бывают. Банки могут это делать и самостоятельно, без участия клиента, направив в Банк России мотивированное заявление об исключении сведений о клиенте из базы данных. Этой возможностью они могут пользоваться, если у них будут основания полагать, что включение сведений в базу данных прошло необоснованно. В 2024 году Банк России обновил, согласовал с МВД России методические рекомендации для кредитных организаций по усилению информационной работы со своими клиентами. Они включают в себя 3 направления, которые находятся в фокусе внимания и на особом контроле у Банка России. Это противодействие осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. Это противодействие заключению договоров на получение кредитных денежных средств под влиянием обмана или при злоупотреблении доверия и осуществлению операций с использованием указанных денежных средств. И, наконец, это противодействие вовлечению граждан в деятельность по выводу и обналичиванию средств, полученных преступным путем, так называемое дроперство. Документ расширяет перечень каналов и мероприятий, которые следует использовать при информировании клиентов. В Банке России создан Центр взаимодействия и реагирования Департамента информационной безопасности Финцерт, специальное структурное подразделение для мониторинга и реагирования на компьютерные инциденты. На базе Финцерта создана как раз система информационного обмена между участниками финансового рынка, правоохранительными органами, провайдерами, операторами связи, системными интеграторами, разработчиками антивирусного программного обеспечения, другими компаниями, работающими в сфере информационной безопасности. На сегодняшний день в информационном обмене участвует более 1000 компаний. Этот орган Финцерт ведет базу данных Банка России, о которой я упоминал ранее, и которая формируется на основе сведений, полученных от банков и иных участников обмена. А с октября 2023 года от МВД России. И содержит большое количество уникальных идентификаторов, в том числе и сведения о совершенных операциях, о плательщиках и получателях денежных средств, номер телефона, номер счета и карты, документ, удостоверяющий личность, ИНН и другие идентификаторы. Этими документами Банк России обменивается с кредитными организациями для повышения качества их антифрод-процедур. Финцерт на постоянной основе выявляет используемые в мошеннических схемах телефонные номера, фишинговые сайты, которые направляют в уполномоченные организации для последующей блокировки. Ну и вот здесь на слайде приведены некоторые статистические данные. Так, в первом полугодии этого года направлена информация о блокировке более чем 102 тысяч телефонных номеров, и в адрес Генеральной прокуратуры направлено 24,5 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях также на блокировку. Темы, которым Банк России будет уделять пристальное и дополнительное внимание в ближайший год. В первую очередь это защита граждан от так называемого кредитного фрода, когда гражданин под влиянием мошенников не только переводит имеющиеся его личные денежные средства, но и берет кредиты. Банк России видит здесь 2 проблемы. Первая, когда человека побуждают взять кредит и передать деньги мошенникам. А вторая, характерная больше для микрофинансовых организаций, когда мошенники оформляют заем на человека без его ведома. Для решения этих проблем в настоящее время Банк России подготовил предложения по совершенствованию действующего законодательства. Они легли в основу перечня поручений главы государства. Сейчас они направлены в Министерство финансов Российской Федерации для подготовки законопроекта. Вторая тема – это противодействие вовлечению граждан в дроперство. Банк России поддерживает законодательные инициативы коллег из МВД по изменению меры ответственности дропов. Со своей стороны разработал и уже запустил информационно-просветительскую программу по информированию граждан об ответственности и последствиях участия в дроперстве, формированию негативного образа дропа, осознанию людьми противоправности такой деятельности. Особое внимание при этом уделяется как раз вам, самой уязвимой категории граждан, подросткам и молодежи. Еще одна серьезная проблема – это утечки персональных данных. С их помощью формируются персонифицированные многоходовые сценарии, используя которые мошенники похищают денежные средства у граждан. Поэтому при участии Банка России также разработан законопроект о требованиях к деловой репутации руководства финансовых организаций. Он направлен на повышение уровня персональной ответственности уже представителя кредитной, любой финансовой организации, будь то банк или микрофинансовая организация. Предусмотрены меры ответственности вплоть до дисквалификации. В настоящее время законопроект о требованиях к деловой репутации принят Государственной Думой в первом чтении и находится на доработке.
Развитие кредитного антифрода предлагается вести по нескольким векторам. Значит, первое. Банк России предлагает ввести обязательный период охлаждения по потребительским кредитам и займам между заключением договора и получением денег. Его длительность будет зависеть от суммы кредита. Предполагается, что для сумм до 50 тысяч рублей период охлаждения устанавливаться не будет. От суммы от 50 тысяч рублей до 200 тысяч рублей период охлаждения составит 4 часа, а свыше 200 тысяч рублей период охлаждения составит 48 часов. При этом период охлаждения планируется не применять к ипотечным кредитам, автокредитам, если деньги перечисляются сразу на счет автодилеров, а также к образовательным кредитам с участием государства. Законопроект также направлен в Министерство финансов на рассмотрение и разработку законопроекта. Среди инициатив регулятора также ускорение обмена информацией между кредиторами и бюро кредитных историй, практически до онлайн-режима, чтобы избежать возможности оформления человеком кредитов и займов под влиянием злоумышленников сразу у нескольких кредиторов. Такая практика тоже существует. И под влиянием мошенников человек оформляет такую серию кредитов. Отдельный блок изменений предусмотрен для микрофинансовых организаций. Планируется, что они будут обязаны зачислять заемные средства на счет только если сведения о заемщике и получателе денег будут совпадать. Если информация о человеке есть в базе данных, или счет получателя не совпадает со счетом, счет получателя денежных средств не совпадает со счетом получателя перевода, то МФО должно отказать в заключении договора. Для этого мы также планируем предоставить этим организациям доступ к сведениям из базы данных регулятора. Если говорить о региональном опыте взаимодействия с целью профилактики преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отделение направило в адрес Министерства внутренних дел предложение реализовать на территории республики успешно используемый в других регионах опыт, такой кейс-метод по предотвращению оформления кредитов с целью перевода их мошенникам. Это закрепление банков по территориальному признаку за сотрудниками следственных органов, которые по звонку, определенные телефоны теперь доведены до банков, оперативно прибывают в банк для взаимодействия с клиентом, находящимся под воздействием мошенников, и которого работникам банка не удается отговорить от оформления кредита. Если и в этом случае участие сотрудника правоохранительных органов не помогает, то уже привлекается психолог Министерства внутренних дел. Министерство внутренних дел республики пошло навстречу и реализовало мероприятия по закреплению должностных лиц за конкретными банками. На сегодня все контактные данные сотрудников, закрепленных за подразделениями кредитных организаций, доведены, и кредитные организации владеют этой информацией, могут привлекать сотрудника для того, чтобы отговорить их гражданина. Кредитными организациями, расположенными на территории республики, выполняется соответствующие требованиям федерального законодательства необходимый комплекс мер по предупреждению, предотвращению преступлений в сфере ИТТ. Банки используют автоматизированную систему фрод-мониторинга, внедрена система безопасности, отработано действие по выявлению и приостановлению использования электронных средств платежа клиентам, имеющим признаки дропов. Разработаны памятки взаимодействия с клиентами, проводится обучение сотрудников в целях выработки навыков по пресечению мошеннических операций и для профилактики преступлений в сфере ИТТ на сайтах банков, в помещениях, витринах офисов, в том числе в зоне банкоматов входной группы, в кассовом узле и местах обслуживания клиентов размещаются информационно-просветительские материалы. Проводится разъяснительная работа с клиентами по повышению их осведомленности. Отделение в данном вопросе выступает в роли координатора действий участников финансового рынка, предоставляет площадку для рабочих встреч представителей правоохранительных органов и кредитных организаций. Такие встречи являются источником различных мнений, взглядов, предложений для решения разных ситуаций, обмена опытом, координации усилий по борьбе с мошенничеством. Считаем такую практику полезной, открытой к предложениям. Планируем и дальше проводить активную работу, оставаться флагманом на пути предотвращения и профилактики дистанционных преступлений в финансовой сфере. Призываем подключиться к этой работе. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Антон Анатольевич.